Дорогой сын, дорогая дочь, сегодня я принесу тебе глубоко разоблачающее послание, которое достигнет глубин твоего существа. Если вы когда-нибудь задумывались о тайнах его истории, сейчас самое время обратить на это внимание, ведь вот-вот будет раскрыта давно хранимая тайна. Как будто завеса, скрывающая тайны вашего прошлого, рассеивается, открывая новую главу, которую еще предстоит изучить. Мы здесь сегодня не только для того, чтобы передать слова, но и для того, чтобы предложить преобразующий опыт, духовное путешествие, которое может осветить темные части вашего пути. В этот момент я приглашаю вас открыть свое сердце и разум, потому что слова, которыми вы поделитесь, имеют силу глубоко тронуть вашу душу. Это не просто речь, а божественный призыв примириться со своим прошлым. Руководствуясь светом молитвы и небесной мудрости, приготовьтесь к откровению, которое может принести исцеление, понимание и новую перспективу на ваш путь. Пришло время глубоко соединиться, погрузиться в мощную энергию молитвы и позволить Божественному направить вас в этом уникальном путешествии. Не стоит недооценивать важность этого момента, ведь тайны вашего прошлого раскрываются, и молитва будет вашим компасом на этом пути. Так что оставайтесь восприимчивыми, откройте свой разум и свое сердце, потому что то, что должно произойти, поистине экстраординарно. Оставайтесь с нами, и вместе мы раскроем вам тайны, которые приготовила для вас Вселенная. Этот момент не случайен. Эти слова приходят к вам в решающий момент. Мой дух окружает вас, укрепляя каждую клеточку вашего существа. Вы почувствовали призыв к причастию, и сейчас идеальное время, чтобы раскрыть свою любовь. Я направил ваш путь через знаки и послания, которые находят отклик, когда вы искренне ищете. Сегодня вы открываете свое сердце моему голосу, возобновляя свое обязательство доверить мне свою веру, свою надежду и свои самые сокровенные желания. Я слышу ваши молитвы, и очень важно, чтобы вы обладали уверенностью, чтобы сомнения не одолели вас и не задавались вопросом, находят ли ваши слова отклик за пределами потолка. С самого начала был послан ангел, который нес с собой ключ к его освобождению. Вы уникальны и драгоценны, и за вашу душу происходит небесная битва. Противник стремится ослабить вас, но мои армии сражаются за ваше будущее против сил зла на небесах. Недавние волнения не случайны. Впредь будьте бдительны и бдительны. Следите за своими словами, храните свои секреты в безопасности и будьте избирательны в выборе тех, кому вы доверяете. Враг пытается подорвать вашу веру ложью и манипуляциями. Ваше будущее готовит вам чудеса, несмотря на временные трудности. Помните, что ваши трудности временны и боль скоро пройдет. Те, кто причинил вам боль, будут искать прощения, и в своем сердце вы найдете благодать, чтобы простить их. Доверьтесь исключительно мне, потому что никто не может благословлять и защищать, как я. Если вы сбились с пути, вы рискуете потерять непоправимые блага. Это ваш момент. Закрепите свою веру в моем вечном и могущественном, живом и нерушимом слове. Приходит выбор, выбери мою любовь, мой комфорт, мое убежище. Возьмите на себя обязательство искать меня каждое утро, слушать и наполняться моими словами, которые озаряют ваш путь смыслом. Я жажду вашего общения, какими бы ни были ваши эмоции. Мои двери всегда открыты, мои уши внимательны. Найди меня до рассвета.
Это идеальное время, чтобы вознести свои молитвы и почувствовать мои любящие объятия. Поговорите со мной, поделитесь своими сокровенными мыслями, стремлениями, потребностями, проблемами и неуверенностью. Доверьте все мне, вашему единственному доверенному лицу, которое по-настоящему вас понимает. Вы столкнулись с встречными ветрами и временами беспокойства, но я дам вам мир и силу. Вы найдете спокойствие среди невзгод, силу в своей слабости и не боитесь неопределенности. Сдержи мое обещание. Когда время кажется невыносимым, ищите себя. Помни, что я всегда с тобой. Не позволяйте сомнениям лишить вас благословений этого путешествия. Я благословляю тебя, потому что я люблю тебя и решил сделать это. Моя благосклонность и милость простираются на тебя. Потому что ты драгоценен, мой возлюбленный целиком, твоя любовь нерушима и вечна. Сегодня исключительный день, победа, которая останется в памяти навсегда. Я даю эти обещания собственной кровью. Принося тебе радость, я подарю тебе вечную жизнь. В моем присутствии не будет больше ни плача, ни боли. Это сигнал. Откройте глаза, и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, исчезнут. Напишите комментарии, благодать Божия поддерживает меня. Нужная вам помощь уже в пути, и необходимые вам материалы будут легко доставлены вам. Моя любовь к тебе безусловна, и сегодня я подтверждаю это. Выразите мне свою любовь, подтвердите свою уверенность в том, что я понимаю ваши опасения. В разгар разочарования, когда все идет не по плану, не сомневайтесь, потому что я здесь, чтобы помочь вам во всем, что вас касается. Я продемонстрирую свою значительную силу в вашей жизни, превращая невзгоды в положительный опыт. Ваша значимость и ценность для меня неоспоримы, и я никогда не позволю вам ввязываться в рискованные ситуации. Обращайте внимание на знаки, которые я посылаю, и избегайте путей, не указанных мной. Поймите, я понимаю многие вещи, которые могут ускользнуть от вашего восприятия. Иногда опасности, от которых я тебя защищаю, могут быть за пределами твоего понимания. Моя способность различать намерения, стоящие за человеческими действиями и мыслями, является отражением искренности тех, кто ищет вашей дружбы. Не стоит беспокоиться о поверхностной дружбе. Не бойтесь потерять ложных друзей, которые отвернутся от вас по пустякам. Что касается ваших молитв, знайте, что я их слышу. Отвечаю на ваш призыв к защите от злонамеренных угроз и коварных людей. Глубокое облегчение и поток комфорта в ответ на ваше спокойное дыхание, когда вы проясняете суть ситуаций. Сохраняйте веру, и я помогу вам справиться с трудностями в нужное время, устраняя препятствия на пути. Пойми, я не бросил тебя и не оттолкнул. Я держу свои обещания и остаюсь твердым в своих обязательствах перед вами. Пришло время совершить прыжок веры, полностью довериться мне, сохранить мужество и высоко держать голову. Немедленно оставьте меланхолию, ибо я здесь, чтобы исцелить вашу душу и залечить ваши раны. Осознай, что даже в самой тяжелой борьбе я никогда не покидал тебя. Не сомневайся, что моя любовь к тебе безусловна и никогда не изменится. Я понимаю глубину вашей борьбы, но мое обожание и руководство остаются неизменными. Я слышал ваше растущее нетерпение и чувство беспомощности.
Вы утверждаете, что не можете найти выход, но я предполагаю, что вы ищете не в том месте. Дверь к вашему решению всегда перед вами. Я – путь, надежда, истина. Я поведу тебя в будущее, которого ты хочешь. Среди проблем решите поверить и обратиться ко мне. Ты преодолеешь невзгоды в мое время и самым подходящим способом. Поверь, что под моим руководством ты доберешься до выхода. Если терпение иссякнет, я усилю ваше сопротивление, ваше терпение и окружу вас своим покоем. Не сдавайтесь сейчас, вы на пути к осуществлению своей мечты. Крайне важно верить, что вся необходимая помощь находится внутри меня. Избегайте поспешных решений. Не ставьте под угрозу свои достижения, достигнутое может стать проблемой, если вы выберете неправильный путь. Вы не участвуете в соревновании, чтобы кому-то что-то доказать. Продолжайте двигаться вперед обдуманными шагами, и вы получите обещанные благословения и процветание. Когда вы войдете в землю обетованную, вы вспомните эти слова. Вас и вашу семью ждет время великих благословений, поскольку вы сохранили свою веру. Я готов благословить вас, будьте готовы принять дары, которые я приготовил для вас. Напишите в комментариях: в руках Божьих я обретаю покой. Я искренне надеюсь, что трудные времена, через которые вы прошли, остались позади и позволят вам освободиться от чувства неудачи. Позвольте мне выразить кое-что важное. Мои сыновья и дочери не считаются и не будут считаться неудачниками. Я их глубоко люблю, забочусь о них и исправляю их, когда они допускают ошибки. Они извлекут уроки из этих неудач, признают это и с терпением и любовью будут прощены. Вместо того, чтобы поддаваться разочарованию, они возьмут себя в руки, отряхнутся и будут двигаться вперед с верой, оставаясь сосредоточенными на своих целях. Мои дочери и сыновья, как и все остальные, совершают ошибки, но у них есть смирение и способность получить мое прощение, оставляя после себя чувство поражения и вины. Я хочу подчеркнуть, что вы, конечно, не неудачник. Враг знает ваши слабости и пытается использовать их, чтобы украсть и причинить вам вред. Однако все, что они взяли, будет им возвращено. Я призываю вас привыкнуть к жизни, полной эмоциональной свободы, отказаться от самокритики по поводу прошлых проблем и открыться возможностям для достижения успеха. Продолжайте развивать свою веру, доверяйте мне и учитесь все больше и больше полагаться на мое руководство. Я здесь, чтобы объяснить вам проблемы. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, которые на первый взгляд могут показаться невозможными, знайте, что я выбрал вас, чтобы вы были каналом благословений для тех, кого вы любите, требуя от вас преодоления любых добровольно наложенных ограничений. Полностью признай, что ты мой сын, и что борьба прошлого не определяет твое будущее. Я знаю, что путь к этому моменту был путем боли и обучения, однако этот ценный опыт позволил ему принимать мудрые решения и выбирать конструктивные дружеские отношения. Вы находитесь на правильном пути, соответствуете моей воле, готовы к успеху и готовы вступить в новую сверхъестественную фазу могущественных чудес. Грядущие благословения наполнят вашу жизнь верой, силой и радостью. Принимайте, не раздумывая, так как они предназначены именно вам. Не отчаивайтесь, ведь я всегда вас слушаю, защищаю и помогаю вам. Я тот, кто исцеляет, освобождает, спасает и процветает.
Ищите всем своим сердцем, помня о чудесах, которые вас ждут. Настало время быть внимательным, слушать и участвовать в моих словах. Почувствуй, как мой дух касается тебя и говорит, что пришло время перемен в твоей жизни. Сегодня день, когда я отпускаю гнев и плохую компанию, полностью погружаясь в реку своей любви. Когда я говорю с тобой с нежностью, не игнорируй мои слова. Когда я зову тебя ласково, не будь глух к моему голосу. В эти минуты прими мою любовь и твердое руководство, ибо они избавят тебя от лап искусителя, освободив твое сердце от сожаления и гибели. Каждая просьба, сделанная с верой, будет удовлетворена, и я с нетерпением жду вашего присутствия каждое утро. Я рад видеть, как вы со мной общаетесь, надеясь, что я вам отвечу. Будьте уверены, я прислушиваюсь к вашим потребностям и никогда вас не оставлю. Когда тебя одолевает усталость, я буду рядом и готов оказать тебе поддержку. Положи свою усталую голову мне на плечо и поговори со мной, ибо я твой доверенный человек, твои секреты в безопасности со мной, и никто не осудит меня. Будущее полно возможностей, и только те, кто смотрит вперед и настроен на победу благодаря вере, одержат победу. В нужный момент победа будет за вами, и дверь к примирению откроется. Когда вы пойдете по пути прощения, те, кто причинил вам боль, увидят, что я с вами. Ваша судьба – возглавить сообщество, предлагая помощь как можно большему количеству людей. Верьте, готовьтесь и двигайтесь вперед без страха, ибо пока придет процветание, у вас не будет недостатка ни в чем. Знайте, как разумно распорядиться этим. Напишите в комментариях: «Я доверяю Божьему замыслу для своей жизни», взращивая смирение, преклоняя колени в молитве, выражая благодарность за все блага, даже те, которые еще не проявились в полной мере. Демонстрируйте радость и веру в своих молитвах, признавая Его силу, резонирующую с небесного престола. Его слова обладают силой меча, преодолевая уныние, сомнения, печаль и мысли о поражении. Молитесь вслух, сохраняйте благодарность и поднимите руки в хвале. Вы погружены в духовную битву, в ходе которой негативные чувства будут изгнаны из вашего дома. Станьте свидетелем ауры спокойствия, окружающей ваш дом, без страха открывая двери и окна, зная, что никто не сможет проникнуть внутрь. Ангелы окружают вашу семью, готовые защитить ее от духовных атак. Поймите, что это не результат случайности, а божественного выбора, история которого тщательно прослеживается до сотворения Вселенной. Его стойкий и победоносный характер был выкован в страданиях, что сделало его сильнее многих. Эти слова произносятся не только для того, чтобы принести мир, но и для того, чтобы вселить в ваше сердце убежденность в божественном замысле. Те, кто отклонил уведомление, пострадают от последствий. Не следуйте их путям, не рассчитывайте на их помощь. Если вы ищете дружбу, которая воодушевляет вас, знайте, что Отец, Сын и Святой Дух находятся с вами в божественном присутствии. У вас есть все, что вам нужно для успеха. Доверие к божественности, отмеченное очевидными переменами, непоколебимая вера в сверхъестественный мир, где материализуются ваши мечты. Сейчас настало время выйти из бури и прийти к победе. Почувствуйте, как ваше сердце наполняется глубокими эмоциями, рассеивающими печаль, рассеивающими бремя, открывающими новую легкость и новую силу. Не сдавайтесь, ведь вы на пороге триумфа,
несмотря на бури и невзгоды. Бог – твое прибежище, Он защищает тебя, Он понимает боль, заброшенность и жестокость. Вы важны, и Он всегда рядом, особенно во времена слабости. Не беспокойтесь о том, чтобы убедить тех, кто вас обескураживает. Продолжайте свой победный путь, поскольку они выбрали судьбу поражения. Если вы чувствуете себя одиноким, помните о постоянном присутствии Божественного. Комментируйте с верой: «С Богом я больше, чем победитель». Сохраняйте свою веру крепкой и терпеливо ждите, поскольку скоро я познакомлю вас с нужным человеком, который обогатит вашу жизнь. Ваша ценность драгоценна для меня. Я чувствую твою заботу, ценю тебя, защищаю и люблю тебя. Всего за несколько дней вы сможете добиться победы. Я никогда не опаздываю, прихожу именно тогда, когда я тебе нужен больше всего. Во многих случаях ожидание является проблемой, и слишком большое внимание к возможным результатам может быть внутренне вредным. Поэтому я призываю вас освободиться от бремени, которое вы несете, жить, постоянно беспокоясь о будущем, неся сильную боль. Это не та жизнь, которую я идеализировал для вас. Не опускайте голову и не позволяйте себе быть поглощенными заботами. Мысли. Я обещаю даровать вам чудо, которое вы ищете, открывая двери исключительно для вас. Я остаюсь рядом с тобой, верный своим обещаниям, дни под моим руководством. Я одна из ночей, свидетель твоих трудных моментов, и контролирую то, что уже находится под моей опекой. Столкнувшись с тревогой, смело примите ее, заявив, что страху нет места в вашем сердце. Решите доверять своему высшему союзнику, своему Богу и Господу, вы увидите, как ваши страхи рассеются, освободив свою душу от груза страха. Вы, наконец, насладитесь покоем, который я вам предлагаю. Живите интенсивно и будьте счастливы, напоминаю вам. Среди невзгод мое присутствие постоянно, моя рука на твоих плечах, дающая тебе силы, необходимые для решения любых задач. Верь в меня в трудности, не сдавайся сейчас. Сегодня я прихожу к вам с верой, мужеством и силой, давая вам силу терпеливо ждать, даже когда ожидание кажется утомительным. Сохраняйте спокойствие и говорите от всего сердца, убеждая себя, что нет причин бояться. Ваша жизнь, ваши мечты и ваша судьба находятся в руках вашего любящего Отца. Ветры мира могут попытаться заставить вас забыть времена, когда я помогал вам, но прикажите этим ветрам прекратиться. Любовь – моя константа, я никогда не терпел неудач и не потерплю неудачу. Я здесь готов протянуть руку и спасти тебя. Ответь мне честно, кто любит тебя больше, чем я? Не сомневайтесь в моем постоянном присутствии, не сдавайтесь сейчас, когда победа так близка. Получите мужество и веру, которую я передаю вам, устраняя препятствия, побеждая врагов и исцеляя эмоциональные раны. Ничто и никто не сможет противостоять тебе, потому что я сильный Бог на твоей стороне, защищающий тебя и дающий тебе силы для победы. Бог – это свет, который направляет мои шаги. Я обещаю благословить вас за пределами вашего воображения, совершить подвиги, которые казались невозможными, и вернуть вам радость. Я всегда буду присутствовать, спокойно выполняя данные мною обещания, стремясь к прямой связи с вашей душой. Возложите на меня бремена, которые вы несете, поделитесь своими болями и доверьтесь моему водительству, в
каждой молитве я дам силу и решение ваших проблем. Не позволяй страху омрачить твою душу, верьте, что когда вы преклоните колени для молитвы, ваши мольбы разлетятся, как голуби, достигнув моего небесного престола. Никогда не сомневайся в моем присутствии, потому что я обещал никогда не оставлять тебя. Несмотря на то, что мир покидает вас, ваша семья покидает вас, ваши друзья отвергают вас, а ваши близкие, кажется, забывают вас, я внимателен к вашим потребностям, когда вы читаете эти слова. Окружая тебя спокойствием и разгоняя одиночество, моя любовь обнимает тебя, ласково лаская твою душу. Я ценю тебя больше, чем ты можешь себе представить, оберегая каждый твой шаг на этом пути, защищая от возникающих опасностей. Ее стойкость перед лицом невзгод поразительна, а ее непоколебимая вера достойна восхищения. Я являюсь свидетелем его беспокойства и вижу, как, даже когда благодарности мало, его инстинкт состоит в том, чтобы помочь тем, кого он любит. Найдите покой, сдавшись мне в этот момент, положив свою утомленную голову на мою поддержку. Сделайте глубокий вдох и помните, даже когда другие сомневаются или покидают вас, вы найдете убежище в моей любви, моем мире, моей силе и моем убежище, ибо я забочусь о вас и буду продолжать укреплять вас во времена печали. Когда ваш разум сталкивается с жизненными бурями, позвольте себе услышать сладкую мелодию моего Святого Духа, успокаивающую вашу душу. Я подтверждаю, как глубоко я люблю тебя, и уверяю тебя, что преобразую любую ситуацию в твою пользу, поскольку всегда буду рядом с тобой. Ищи меня в молитве, оставайся бдительным в битве против противников, которые противостоят тебе, и получи все, что я пожелаю дать, ибо у меня есть сила, воля и явил милость. Я понимаю твои мысли и признаю благородство твоего сердца. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь, являются частью вашего пути и процесса вашего роста. За пределами страданий вы обретете счастье и изобилие. Не бойтесь, не унывайте, не отвергайте достигнутые вами достижения, мимолетные моменты отвлечения могут попытаться сбить вас с толку, поэтому я призываю вас разжечь пламя в вашей душе, пламя, которое будет держать вас в напряжении, даже когда вы ищете отдыха. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы связаться со мной, поскольку я хотел бы вступить с вами в диалог. Откройте для себя чудеса, которые укрепят вас и вашу семью, воспитайте непоколебимую веру. И поделитесь этим посланием со своими близкими, соберите свою семью вместе, протяните руки для прощения и вместе вознесите искреннюю молитву. Позже я поделюсь с тобой всем, что сказал тебе, всем, чего добьюсь в тебе. Сделайте это, если осмелитесь поверить, и вы станете свидетелем моих благословений, где двое или трое объединятся во имя мое, там буду я. Если хочешь настоящих объятий, приходи ко мне, теперь я хочу принять участие вместе с вами и подтвердить свою непоколебимую приверженность поддержке вас. Я знаю, что ты нуждаешься во мне, ваши мысли и потребности не остаются незамеченными. Со мной ты всего добьешься, вдали от меня твое пламя может ослабнуть. Пишите с надеждой на Бога, я нахожу в себе силы преодолевать трудности. Я слушаю ваши выражения и готов направлять вас. Моя цель – привести вас к освобождению. Я желаю преодолеть дефицит и победить болезнь в вашей жизни. Моя привязанность к тебе глубока, и я хочу подтверждать ее в течение дня и в уголках твоих снов. Пока ваша сущность наслаждается словами, которыми я делюсь с вами,
ваш дух погружается в кристально чистые воды, которые обновляют вашу душу. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, мое присутствие вовлекает вас, будет, поддерживает и готовит к предстоящим испытаниям. Я нежно целую тебя, вселяя веру и доверие в твое существо, наполняя твой разум священными словами, которые укрепят тебя в твоем путешествии. Ожидайте чуда, сегодня я готов это предоставить. Поверьте в меня и озарите свое лицо поразительной улыбкой, а глаза сияют верой. Поскольку ваше мужественное отношение излучает силу, пришло время завоевать благословение, окончательное решение всех ваших невзгод находится в вашей досягаемости, и оно во мне. Приходите и возьмите на себя ответственность за то, что предназначено для вас. Я полностью осознаю свою любовь к тебе, чувство, которое ты всегда носил с собой в периоды разлуки. Несмотря на неопределенность, поймите, что я всегда рядом в трудную минуту, предлагая вам ответы и решения, которые вы, возможно, не были готовы принять немедленно. Вы не одиноки, ваш Бог общается напрямую с вами. Оставайтесь твердыми на пути, ведущем к тому, что для вас наиболее важно, вашему прибежищу и вашему дому. Здесь вы найдете безопасность, окутанную безмятежностью, где ваши ночи будут мирными, а ваши сны полны смысла. В этом святилище этим вечером я отведу вас к необыкновенному, к берегу реки с кристально чистой водой. Наши взгляды переплетутся, когда я протяну руки, мы пройдем босиком по чудесным водам, очищая весь гнев и разочарование. Проснувшись, вы почувствуете себя обновленным и полным жизненных сил. Этот опыт – награда. Для тех, кто возвращается к вере, признает свои недостатки и снова принимает свои убеждения. Нет необходимости искать утешения у других, я здесь, рядом с тобой. Позвольте моему животворящему слову войти в ваше сердце и ощутить полноту моего Святого Духа. Я – твоя жизнь, твой дар, истинный ответ, которого жаждет твое сердце. Помолитесь сейчас со мной, возлюбленный Небесный Отец, бесконечный источник любви и мудрости. Мы приближаемся к вам в этот священный момент с сердцами, полными благодарности и смирения. Вы – свет, направляющий наши шаги, сила, поддерживающая нашу жизнь. И именно с верой мы возносим к вам свои мысли. Сегодня, Господь, мы представляем Тебе наши мечты и наши испытания. Мы осознаем, что вера – это фундамент, на котором мы строим наши отношения с вами. Вера – это семя, которое мы сажаем в плодородную почву, будучи уверенными, что оно вырастет и процветет по вашей благодати. Во времена неопределенности, Господь, мы просим Тебя укрепить нашу веру, чтобы она была подобна неугасимому пламени, горящему даже в самые темные ночи. Пусть наша вера будет якорем, который удерживает нас, даже когда волны жизни угрожают оттянуть нас от Тебя. Господи, научи нас доверять Тебе всем сердцем, не зависеть от нашего ограниченного понимания, но признавать Твой суверенитет при любых обстоятельствах. Пусть наша вера не будет поколеблена бурями, а наоборот, пусть бури станут для нас возможностью показать Вам нашу непоколебимую уверенность. Дай нам, Отче, веру великих героев Твоего слова, подобных Аврааму, который даже перед лицом неизвестности полностью доверял Твоим обещаниям. Давайте последуем примеру Моисея, который смотрел на Красное море с непоколебимой верой, доверяя Твоему божественному водительству. В это время, Господь, мы просим Тебя укрепить веру тех, кто сталкивается с, казалось бы, непреодолимыми проблемами.
пусть ваше присутствие будет ощущаться в минуты одиночества, и пусть вера проявит себя как неиссякаемый источник надежды. Мы признаем, Отец, что вера – это не просто интеллектуальная вера, но полная отдача нашего сердца Тебе. Можем ли мы поместить в Тебя не только наши заботы, но также наши радости и наши победы, зная, что все находится под Твоим любящим контролем? Пусть наша вера преодолеет границы страха, позволь нам жить жизнью, отражающей Твою благодать и любовь. Пусть наша вера будет заразительной, вдохновляя окружающих искать Твое лицо, доверяя Тебе, Боже. Мы продолжаем этот жизненный путь, пусть наша вера будет светом, освещающим путь, надеждой, укрепляющей наше сердце и уверенностью в том, что с Вами все возможно. Дорогой Небесный Отец, в этой молитве позволь нашей вере вырасти еще глубже, подобно корням, ищущим более глубокие воды. Укрепи нас, Господь, чтобы мы могли преодолеть препятствия, которые встречаются на нашем пути, зная, что вера позволяет нам противостоять всем невзгодам. Господь, во времена сомнений даруй нам проницательность, чтобы понять тайны жизни, и терпение, чтобы дождаться ответов, которые придут от Твоего идеального времени. Пусть наша вера будет стойкой, устойчивой к искушениям, которые стремятся ее подорвать, и стойкостью даже перед лицом невзгод, проверяющих ее прочность. Даруй нам, Отче, мудрость понять, что вера – это не просто интеллектуальное убеждение, но непрерывный путь доверия и послушания. Давайте всегда искать Твоей воли, полагая, что, доверяя Тебе, мы руководствуемся более великой целью. Господь, протяни руку помощи тем, кто сталкивается с эмоциональными и духовными бурями. Пусть Ваше присутствие успокоит обеспокоенное сердце, и пусть вера вернется к тем, кто чувствует себя потерянным. Дайте им уверенность в том, что даже во тьме Ваш свет сияет и что в неопределенности Ваше обещание твердо. Пусть вера сделает нас орудиями Твоей любви, Господь, позволяя нам любить других так, как Ты любишь нас. Пусть наша вера будет проявляться в действиях, отражающих сострадание, доброту и справедливость. Живя своей верой, давайте будем живыми свидетелями Твоего Царства здесь, на земле. Мы знаем, что вера – это дар, исходящий от Вас. Мы просим Вас, по Вашей милости, укрепить веру тех, кто в это время молитвы представляет Вам свои мечты и стремления, полагая, что, проявляя свою веру, Вы работаете за кулисами, направляя все на наше благо. Во всем, что мы делаем. Пусть наша вера будет компасом, который укажет нам путь жизни. Для меня большая честь иметь Тебя как моего Бога, независимо от того, насколько велика задача. Наш Бог сильнее. Это последняя ночь, когда ты будешь плакать, так говорит Бог. Дорогое дитя, этим вечером ты также можешь выразить свои переживания и проблемы. Я укреплю твои слабости, исцелю твои недуги и верну утраченную тобой любовь и спокойствие. «Я хлеб жизни», — говорит Иисус. Те, кто доверяет мне, никогда не будут жаждать, а те, кто включает меня в свою жизнь, никогда не будут голодать. В эти выходные у вас есть возможность весело провести время, чтобы принести радость и религию практически всем вокруг. С этого момента ваш прогресс будет ускоряться. Я очень доволен всем, чего вы достигли. Кажется, чудеса даются вам легко. Если вы ищете то, что вам нужно, через молитву я исполню вашу просьбу. Ваше здоровье, ваши отношения и ваш банковский счет могут выиграть от возвращения в феврале 2024 года.
То, что вы ищете, почти реально. Оставайтесь сильными и перестаньте беспокоиться, как говорит Исайя 35:4. В конце концов, ваш Бог спасет вас от ваших противников и уничтожит их. Ваша личная жизнь будет процветать, и вы, возможно, даже почувствуете новое чувство силы. Сила. Вы не сможете поддаться своим противникам, если поверите в мою способность уклоняться от них. Все, что украл у вас противник, будет вам возвращено. Право и любовь будут предложены вам снова, когда дорога впереди будет гладкой и ясной. Иногда я снова тебя обнимаю. Вещи, предназначенные для вас, не могут ускользнуть сквозь пальцы, поэтому считайте свои блага, пока можете, независимо от того, с каким чувством вы просыпаетесь, счастливым, сомневающимся или неуверенным. Молитва перед сном может помочь. Люди обычно слушают ваши молитвы. Вы будете ежедневно испытывать чудеса, если сделаете молитву своей привычкой. Независимо от того, как мало произведений искусства я создам, мое богатство и доход будут безграничны. И я продолжаю развивать свой бизнес. В Иоанна 15:7 сказано, что если пребудете во мне и слова мои пребудут в вас, то попросите, и будет вам дано. Именно потому, что Бог так любит мир, Он послал Своего единственного Сына, чтобы и те, кто помнит Его, имели жизнь вечную. Боль, которую ты перенес, не ушла, и я с нетерпением жду счастья, которое будет моим, когда розовое море расступится. Я могу предотвратить возникновение ваших проблем в настоящем, поэтому вы должны со мной согласиться. Ответы на ваши молитвы о здоровье, процветании и любви уже не за горами. Когда мы любим Бога, мы можем быть уверены, что все получится так, как должно. Римлянам 8:28. Если предположить, что это то, чего вы ожидали, Бог говорит, что вы привлекаете истинную любовь в свою жизнь, и все там растет с огромной силой. Приготовьтесь к радости, как никогда раньше. Он уже на горизонте, независимо от того, на чем вы ездите. Я благословлю тебя, восстановлю тебя и искуплю тебя перед врагами твоими. Даже если вы пострадали тайно, вы можете быть уверены, что Господь ведет ваши битвы и принесет вам победу. Поэтому, Небесный Отец, я благодарю Тебя за этот чудесный день. Вас ценят и вам повезло. Бог может войти в ваше сердце через коронарную артерию, Он на твоей стороне. Я готов сделать вашу жизнь необыкновенной, если только вы примете меня своим лидером. Я дам вам обещанное царство, которое проповедовал Христос. Сделайте решительное заявление о том, что в этот момент я привлекаю неиссякаемый запас любви, исцеления и процветания. Чудеса произойдут, когда они мне понадобятся, и моя вера исцелит мою семью. Бог сотворит для вас чудеса в ответ на призыв Иисуса. Наполните свою жизнь радостью, здоровьем и богатством. Будьте готовы насладиться множеством преимуществ, включая здоровье, душевное спокойствие, привязанность и свободу воли. Потерпи, хорошие вещи придут к вам в свое время. Из ниоткуда ваша жизнь наполнится исцелениями и чудесами, и двери, которые были закрыты, внезапно откроются. Никогда не знаешь, когда в течение дня тебе позвонят или отправят сообщение с предложением финансовой помощи. Возможно, ваше выздоровление может начаться прямо сейчас. Все, что было украдено у вас, включая ваше богатство,
мир и цель будет возвращено вам Богом. Пока я сохраняю веру в Бога, у меня есть возможность верить в Его подлинность и видеть, как разворачиваются Его чудеса. Говори громче. Когда Иисус призовет тебя, честь Божья будет сиять из моей жизни, и я не смогу пройти мимо. Бог научил меня, что независимо от того, что происходит в мире, ключ к достижению удовольствия и покоя – это говорить правильные вещи в нужное время и правильным голосом. Будь готов, в течение следующих 3 дней вы ощутите замечательные преимущества, чудесные изменения и революционные открытия. Даже когда вы молились, Бог начал слушать вас, и ваше следующее благословение может прийти в неожиданное время. Оптимальные финансовые результаты неизбежны. Верьте в Иисуса, когда Он обещает вам, что вы будете хорошо спать по ночам в 2024 году, потому что благодаря милости Божией вы будете богаче, чем ваши самые смелые мечты. Несмотря на ваших врагов, ангелы уверяют вас, что Бог обернется и благословит вас в 2024 году. Вы можете рассчитывать на душевное спокойствие, процветание, оптимизм и данные высокого уровня. Будьте уверены, что Бог подарит вам чудесный дар человека, который сможет облегчить ваши финансовые проблемы в ближайшие 3 дня. Бог хочет привести вас в царство, где раньше не был никто из членов вашей семьи, в царство, которое предлагает влияние, возможности и выбор, которых вы никогда раньше не испытывали. Следующие 6 месяцев принесут чудеса и благословения, о которых вы даже не мечтали. Мир, любовь, исцеление и благословение заменят беспокойство, напряжение и тревогу в вашей жизни. Помните, что Господь, ваш Бог, может сделать все, что вы попросите, даже если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Доверьтесь Ему и наблюдайте за чудесными изменениями, которые Он производит в вашей жизни. Благословения, которые изменят ваш образ жизни, уже в пути, и вы избежите их. Сохраняйте веру живой и провозглашайте Иисуса Христа Господом до конца времен. В 2024 году вы и ваши близкие будут благословлены и ободрены на Божьем пути. Пусть Он никогда не уберет от тебя руку. Вы еще даже не вошли в комнату, а все присутствующие обращают внимание на ваш звонок. В этом месяце нас ждет интересное событие. Помни обо мне, хотя я многих благословляю, но живу рядом. Позвольте мне вмешаться в ваши проблемы и помочь вам с восстановлением и имуществом. Кроме того, я подарю тебе радость, богатство и вечное спокойствие. То, что сломано, будет отремонтировано, а то, что вывихнуто, будет восстановлено. Вселенная готовит вас к триумфальному возвращению, которое принесет больше наград и возможностей, чем раньше. Верьте, что приход новой недели принесет радость, приятные впечатления, замечательных людей, пользу и первоклассные результаты. Космос позаботится о ваших финансовых обязательствах, залечит разбитое сердце, защитит ваших близких и сделает вас незабываемыми. По словам Господа, я никогда не пренебрегу вашими просьбами. Иногда мне приходится сталкиваться с резким увеличением. После всего, что ты потерял, я восстановлю тебя, чтобы ты мог снова смеяться, вспоминать и любить. Любой может тебя разочаровать, но я никогда не позволю тебе жить в моих объятиях и не помчусь тебя направлять. Я появлюсь, чтобы воспользоваться твоей судьбой и показать всем вокруг, что я для тебя важнее всего.
Наслаждайтесь настоящим, ведь впереди лучшие времена. Я знаю, что тебе трудно увидеть мою руку во всем этом, но если ты продолжишь молиться, в конце концов, у тебя все наладится. Вскоре вы можете почувствовать радость, делая что-то конкретное, делясь удовольствием и радостью со своими близкими. Поскольку я могу принести вам здоровье, исцеление, изобилие спокойствия и защиты, я высший, милосердный, и моя любовь к тем, кто призывает меня, бесконечна. Как сказано в Псалме 86, 5, великие дела находятся в пределах моей досягаемости. Провозглашайте эти слова вслух в своей жизни. Недавно я получил бесконечный поток любви, исцеления и всего, чего я действительно заслуживаю. Чудеса произойдут именно тогда, когда они мне понадобятся, и вера в моем сердце принесет исцеление всей моей семье. Когда вы просите Бога о чем-либо во имя Иисуса, Он сделает это так, как вы даже не можете себе представить, осыпая вас такими благословениями, как здоровье, богатство и счастье. Преимуществ будет много, так что будьте готовы. Хорошая физическая форма, душевное спокойствие, любовь и желание могут стать вашими. Уверяю вас, что вы сможете обнаружить величайший дар, который вы когда-либо получали, если проявите заботу. Ваша жизнь внезапно наполнится исцелениями и чудесами. Казалось бы, недоступные двери волшебным образом откроются для вас. По милости Божией вы можете иметь утешительный и исцеляющий свет, сияющий в каждом уголке вашего частного дома. Неожиданные звонки и текстовые сообщения будут продолжать поступать с предложениями помощи и финансовой поддержки в течение дня. Сейчас самое время снова встать на ноги. Все, что у вас украл противник, включая ваш мир, процветание и цель перед Богом, будет уменьшено и восстановлено Богом. Обычно есть желание, просто повторите это. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Поскольку я был чудесным образом распят со Христом, Бог позаботится обо мне и сохранит меня в безопасности. Я думаю, Он у Него есть. Помните, что Бог добрый и милосердный Бог, который любит вас несмотря ни на что и всегда рядом с вами. Вы Его возлюбленные дети, и поэтому вы испытаете неожиданные чудеса, если продолжите верить, молиться и следовать Его Слову. Оставайтесь твердыми в своей вере, поскольку я собираюсь подарить вам благословение сильного и дорогого маленького мальчика. Добрые 17 часов 17 минут, пока ты остаешься, я, Бог, могу говорить с тобой. Ты был создан мной, и я могу тебя найти. Я могу быть твоей непоколебимой поддержкой и спасителем в любое время. Первоклассные вещи быстро приходят в вашу жизнь. Фантастические награды могут стать вашими в ближайшие 5 дней. Ваш путь к успеху, самореализации и улучшению здоровья наполнен чудесными событиями. Вау, ты довольно дорогой ребенок. Ваш нынешний смартфон будет завален записями в ближайшие 3 часа в попытке постоянно управлять вашей жизнью. Будьте уверены, что к концу этой недели ваш образ жизни может наполниться невероятными благами и чудесами, благодаря чему все ваши проблемы и трудности исчезнут. Мой Бог понимает, как сильно вы страдаете, и заботится о вашей боли. Когда вы больны, разочарованы или подавлены, мне живо напоминают о высшей силе выздоровления. Более того, моя любовь вокруг вас и моя исцеляющая благодать поднимает вас. Одно мое присутствие,
может принести вам комфорт во время вашего путешествия. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и повторите это сейчас. Скорее, это как если бы поток Божьей энергии, исцеления, прозрения и стиля влился в мою жизнь в виде прорывов. Я тот, кто находит подход, ориентированный на прогресс, и оценивает его. Я верю, что Бог наполнит меня своей милостью и поразит своей мудростью. Я хочу осыпать вас обильными благословениями, потому что я Бог, умножающий благословения. Никто другой не может исправить, исцелить и искупить вину, как я, усталому я даю силу и отчаявшемуся отдаю предпочтение. Кто-то уже наметил вашу судьбу, цените благо, которые дал вам Господь. Благодаря Ему, Его необыкновенным советам, у вас все получится. Давайте объединимся в молитве, любящий и добрый Отец. Мы очень ценим вашу бесконечную доброту и милосердие. Спасибо, что дали мне еще один день, чтобы поделиться радостью и мудростью, которые приходят от того, что я делюсь своей любовью с другими. Какое великое искупление Ты совершил за мои преступления, пока был в бегах. Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность за новую жизнь, которую Вы мне дали в Иисусе Христе. Сегодня, Отец Божий, я выбираю жить безгрешной жизнью, полностью зависящей от Твоей благодати. Каждый день я глубоко дышу, чтобы оценить Вашу любовь и щедрость. Чтобы понять это, потребовался 1919 год. Согласно недавним открытиям, Бог откроет. Двери для вас закроются, и вы увидите чудесные изменения в вашей повседневной жизни. На этой неделе вы получите полезные знания, приближается новый сезон прибыли, и космос меняет все вокруг вас. Я могу обсуждать вашу жизнь только в двух измерениях, и если ты помолишься мне, попроси у меня совета, и я дам его тебе. Ты моя маленькая девочка, и я тебя обожаю. Моя доброта вас удивит. Вы собираетесь воспользоваться неожиданными преимуществами. Расслабьтесь и примите мою точку зрения. Чтобы спасти ваши жизни, Бог заканчивает каждый ужасный цикл, и я сотрясу ваш мир. Вы собираетесь вступить в совершенно новую эру независимости и изобилия. Амулеты удачи и позитивной энергии во имя Иисуса Христа, будьте готовы достичь этого. Неважно, кто на вас нападает, если Бог на вашей стороне, это не имеет значения. Участвуйте в нашем канале, внезапно у вас появится достаточно денег, чтобы оплатить все долги и расходы. Также делайте больше для своих детей, если это действительно дар Божий. Приготовьтесь к чуду и благословению, потому что я меняю тему на любую, какую вы захотите. Кто-то, кого вы не знаете, может удивить вас крупной суммой денег в ближайшие пару дней. Господи, что бы ни случилось, я должен принять это как реальность. С Твоей помощью помоги мне стать увереннее и покажи, как сосредоточиться на Тебе. Ситуация становится трудной, но мне всегда удается справиться с этим. В то же время я могу предоставить вам все, что вы ожидаете. Ты не можешь позволить мне пройти мимо Тебя, когда тебе сегодня плохо. Знайте, что бремя, которое тяготило вас долгие годы, вот-вот исчезнет, и что на смену ему придет дар, который изменит вашу жизнь. По словам Иисуса, те, кто последует за Ним, не будут ходить во тьме, а будут жить жизнью света. Об этом ясно сказано в Иоанна 8:12. «Помолись за меня, Господи».
У меня нет причин не верить вам или не волноваться. Я хочу иметь полную уверенность во всем, что со мной происходит, потому что я прекрасный ребенок. Я могу изменить ситуацию, даже если кажется, что ничего нельзя сделать. Я могу отремонтировать и восстановить тебя. Тот, кто последует за мной, больше не будет ходить во тьме, но сможет желать самого маленького образа жизни. Бог откроет это тебе не для того, чтобы вести тебя к твоей судьбе, а для того, чтобы показать окружающим тебя людям, что Господь на твоей стороне. Господь, я благодарю Тебя за новый день. Возможно, это будет день, полный благ и вашего полного присутствия. Иоанна 8 часов 12 минут. Большое вам спасибо за всех. Наши заботы и тревоги хорошо подходят Тебе, Господь. Хотя агония и страдания давно прошли, моя любовь, спокойствие, восстановление и благословение наполнят вас до краев. Бог кладет конец вашей тайне, вашим слезам и вашей боли. Если вы цените мир и процветание, время потрачено с пользой. Быть богатым, счастливым и легко получать деньги можно без ограничений и ограничений по времени. 2121 получит это. Происходит чудесное, меняющее жизнь событие, и Господь обещает, что страдания прекратятся, слезы прекратятся, и двери откроются. Я надеюсь, что в 2024 году Бог ни в коем случае не оставит меня и мою семью. Бог – источник моих благословений и вдохновения. Имя Твое произносится там, где еще не ступала нога Твоя, по благодати Божией. Но в эти выходные я собираюсь сотворить для Тебя чудо. Вы не сможете отвергнуть это, если примете это от меня как реальное. Перестаньте слишком беспокоиться. Ничто не может остановить что-то, если оно идет против воли Бога или идет не по плану. У вас есть более подходящая альтернатива на случай, если это окажется невозможным. Я уже много работаю, поэтому вы можете быть спокойны, зная, что все необходимые детали учтены. У меня есть сила благословить вас и ваших близких, восстановить каждое поврежденное место в вашем теле и обратить вспять все негативные последствия в вашей жизни. Каждая ваша молитва была услышана и отвечена Богом. Тогда вы сможете благословлять других людей через себя. Когда вы откроете эту дверь, никто, даже сатана, не сможет ее закрыть. Ты всегда в моих мыслях. Я видел каждый крик и каждую молитву. Это благословение навсегда изменит ваш образ жизни, так что будьте готовы. Сделайте сильное заявление. Деньги, дом, прогресс и хорошее здоровье уже в пути. Господи, я верю, что денежная свобода и настоящая любовь уже в пути. Пожалуйста, позвольте ему выйти из-под моей защиты, если на то нет вашей воли, и дайте мне уверенность, что мне не следует бояться. Вы можете рассчитывать на то, что я поведу вас вперед. Это в моих силах. Я уже сделал это. Еще раз посвятите свою жизнь молитве. Я могу помочь тебе пережить самую низкую точку в твоей жизни и превратить ее в силу для тебя, мой малыш. Зная, что я ваш Бог, вам следует обращаться ко мне с большими надеждами. По сравнению с будущим удовольствием, боль, которую вы чувствуете, ничто. Римлянам 8 часов 18 минут. Те, кто поверит в Сына, будут жить вечно, но гнев Божий останется на тех, кто отвергает Его заповеди.
Поскольку космос теперь на вашей стороне, финансовое изобилие уже на подходе. Путь к реальности – это я, заявил Иисус, и в настоящее время никто, кроме меня, не может приблизиться к Отцу в этом мире. Во имя Иисуса Христа, ни одно оружие, предназначенное против вас, вашего здоровья, вашего интеллекта или вашей семьи, не будет процветать. Будьте уверены, что я смогу помочь вам в будущем. Я понимаю, что ошибки неизбежны, ведь ты человек. Пусть он будет прощен. Каждое утро, просыпаясь, пробуйте свой смартфон, говорит Бог, Спаситель Иисуса. Вы можете получить одни из лучших номеров, которые вы когда-либо слышали. Перестаньте выскакивать угрозы. Вы становитесь более великолепным, а ваша мягкость становится более сияющей. На данный момент ваша судьба предрешена, и никто не может ее изменить. Даже когда ты больше не сможешь двигаться вперед, я дам тебе силу. Даже когда ты чувствуешь себя подавленным, я встану с гордостью. Как бы сложно это ни было, я найду решение. Я дам вам все, что вам нужно знать, чтобы принять правильные решения. Помоги мне, но мне нужно, чтобы ты мне показал. Перестаньте так сильно беспокоиться, сосредоточьтесь на Боге и максимально используйте каждый день, который Он вам дал. Воистину, ваша доброта и любовь будут следовать за мной, куда бы я ни пошел, и я смогу провести вечность в Доме Господнем. Все в космосе направлены на то, чтобы дать вам так много, все, чего вы когда-либо хотели, и даже больше скоро придет к вам. Приближается время растительного изобилия и безграничной любви. Все это будет сделано в оговоренное время, которое вы укажете. Никто, даже дьявол, не может помешать вам полностью раскрыть свой потенциал. Если он хочет, чтобы вы были в безопасности, он действительно может солгать вам. То, что я могу остановить, Господь обнародует. Теперь, когда вы приняли во мне истину, вы сможете преодолеть сложившуюся ситуацию вместо того, чтобы пасть от меча. Помните, что Господь, ваш Бог, всегда с вами, поэтому вам не следует бояться или унывать. Ты божество безграничных чудес. Господь, мой Отец, во имя Иисуса, я прошу Твоего благословения, Твоей помощи и Твоего подъема на протяжении всех этих дней. Ангелы говорят, что кто-то скажет всем, что вы – причина, по которой они улыбаются и наслаждаются жизнью в полной мере. Они не могут представить себе жизнь без тебя. Ваше финансовое положение значительно улучшится, а ваши отношения и семья исцелятся и выздоровеют. Конечно, подготовьтесь, потому что по милости Божией вам предстоит пережить жизнь, полную чудес и благословений, которая изменит ход вашего существования. Ждать бесконечно. Среди прилива процветания, когда любовь, деньги и неожиданные блага наполняют вас с неудержимой скоростью, до конца этой недели, как часть вашей судьбы, я осыплю вас изобилием, которое позволит вам оставить наследие. Богатство вашим детям и внукам. Однако, чтобы воспользоваться моими преимуществами, необходимо довести этот путь до конца. Объявите об этом миру, и все встанет на свои места. Ваши слова вселили во меня веру в то, что мои финансовые усилия будут расти в геометрической прогрессии, а ресурсов будет больше, чем я могу себе представить. По милости Божией, на этой неделе я должен заработать $10 миллионов.
Согласно божественному указанию, резервы к 2024 году позволят мне накопить состояние в $1 миллион. Следующие 12 часов принесут вам множество благ, которые вдохновят на существенные изменения в вашей жизни, принесут в вашу жизнь множество ощутимых благ, включая богатство, здоровье, удовольствие и радость. Я предвижу значительные денежные перемены, заметные для всех, ибо я – ваше прибежище и источник вашей силы. Я могу быть с вами на каждом этапе пути, направляя и защищая вас, пока вы преследуете свои мечты, и помогая вам достичь своих целей. Ваша карьера, финансы, здоровье и отношения значительно улучшатся, если вы останетесь верны мне. Это можно даже назвать волшебством. Благодаря этим наградам вы получите бесчисленные радости, огромные улыбки и даже финансовые успехи. Да, я могу рассматривать современный образ жизни, рекламу и аутентичные темы. Очень важно помнить 3 основных момента. Поверь мне, когда я скажу тебе, что я не буду стоять на твоем пути, пока ты идешь к своей мечте. Даже если что-то кажется сломанным, его можно починить. Поверь мне, малыш, что несмотря на взлеты и падения, мы можем идти с уверенностью, что вы с нами, поддерживая нас своей безусловной любовью. Итак, с сердцами, переполненными верой, мы заканчиваем эту молитву, будучи уверенными, что верой мы сможем сдвинуть горы и ощутить полноту жизни, которую вы нам предлагаете. Мы признаем, что вера – это не просто индивидуальный поступок, а сила, объединяющая сердце в общении. Мы просим Тебя, Господь, чтобы вера, которую мы разделяем, была связью, укрепляющей сообщество, создавая неразрывные узы любви и солидарности. Пусть вера вдохновит нас протянуть руку помощи нуждающимся, утешить страждущих и поделиться надеждой, которую мы находим в вас. Поскольку мы живем сообща, пусть наша вера станет живым свидетельством вашей искупительной любви. Господи, во времена уныния пусть вера станет искрой, вновь зажигающей пламя надежды в наших сердцах. Когда мы чувствуем себя хрупкими, пусть наша вера напоминает нам о Твоей несокрушимой силе. Даруй нам, Боже, возможность поделиться преобразующим посланием веры с миром вокруг нас. Пусть мы станем свидетелями Вашей работы в нашей жизни, пусть другие будут привлечены к свету Вашей истины. Пусть наша вера будет заразительной и побудит других искать Твоего лица. Пусть наша вера укрепляется в минуты молчания и размышлений. Пусть мы услышим Твой тихий голос, направляющий нас, веря, что даже когда мы не до конца понимаем, Ты все контролируешь. Пусть наша вера будет непоколебимой, когда мы сталкиваемся с трудностями и торжествами. Пусть доверие к Тебе станет прочным фундаментом, на котором мы строим нашу жизнь. В долинах и в горах пусть наша вера побудит нас провозгласить, что Ты достоин всякой чести и славы. Мы принимаем веру как драгоценный дар и ежедневно взращиваем ее с благодарностью. Пусть наша вера обновляется с каждым рассветом, напоминая нам, что каждый новый день – это возможность приблизиться к Тебе. Вот почему, уповая на Твою верность, мы заканчиваем эту молитву, зная, что вера – это узы, неразрывно соединяющие нас с Тобой. Пусть наша жизнь будет постоянным выражением поклонения, подпитываемым верой, которая преобразует, обновляет и поддерживает. Дорогой Бог, продолжая этот путь веры в Твоем присутствии, мы просим, чтобы Твой Святой Дух направлял нас на каждом этапе пути.
Пусть доверие сияет в наших сердцах, направляя нас по пути истины и справедливости. Господи, пусть наша вера будет стойкой, способной противостоять трудностям и адаптироваться к изменениям жизни. Пусть это станет нашей защитой от неопределенности и стимулом двигаться вперед, зная, что с Тобой все возможно. Даруй нам благодать видеть за пределами видимости, а Отец, чтобы верой мы могли различить красоту и доброту, часто скрытую от человеческих глаз. Пусть наша вера позволит нам увидеть божественное в простоте повседневной жизни и признать Твое руководство на наших путях. Мы понимаем, что вера не лишена проблем, но мы молимся, чтобы среди невзгод мы могли расти духовно, как это может сделать только истинная вера. Пусть в самые мрачные времена наша вера сияет, как маяк, указывая на неугасимую надежду. Пусть наша вера будет щедрой, наполненной делами сострадания и служения другим. Давайте, любя и служа, будем живыми свидетелями Вашей преобразующей любви. Пусть наша вера будет активной, стремящейся изменить мир вокруг нас. Господь, пусть во всех сферах нашей жизни вера будет надежным фундаментом, построенным на вечной скале, которой являешься Ты. В каждый момент даруй нам смелость доверять Тебе, даже когда обстоятельства бросают вызов нашей вере. Пусть наше доверие к Вам будет непоколебимым, и когда мы сталкиваемся с жизненными взлетами и падениями, пусть Ваш мир, превосходящий всякое понимание, охраняет наше сердце и разум во Христе Иисусе. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал эту молитву, и за то, что Ты – Бог, которому мы доверяем. Пусть вера, которую мы взращиваем сегодня, станет семенем, которое обильно цветет и приносит плоды, прославляющие Твое имя. Во имя Иисуса, Создателя и Совершителя нашей веры, мы молимся. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нам в это особенное время молитвы. Мы надеемся, что вы почувствовали божественное присутствие и мир. Если вы еще не являетесь частью нашего молитвенного сообщества, мы приглашаем вас присоединиться. Нажмите кнопку ниже, чтобы получать последние обновления и регулярно связываться с нами. Не забудьте поставить лайк, если молитва тронула ваше сердце. Это не только воодушевляет нас, но и помогает распространять свет веры большему количеству людей. Поделитесь этим видео с теми, кому, по вашему мнению, эта молитва может быть полезна. Вместе мы сможем создать поток любви и позитива. А теперь не уходи. Вас ждет следующее вдохновляющее видео. Коснитесь экрана, чтобы продолжить это путешествие веры. Мы благодарим вас за то, что вы являетесь частью этого молитвенного сообщества. Пусть мир всегда будет с вами до нашей следующей встречи.